12 мая в республике на вертолете МЧС спасли нескольких человек, которые застряли на лодках во льдах реки Лены. Позже МЧС опубликовала видео эвакуации, на котором некоторые пользователи узнали главу Алёкминского ВУЗа Николая Харбина и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Прокуратура взялась, значит, за разбор этого полета, да. Зампред правительства Дмитрий Садовников заявил, что все расходы на спасение, то есть на вертолет, на работу спасателей, лягут на плечи спасенных. Позже информация о ВИП-охотниках, которых пришлось спасать с льдин, появилась на федеральных каналах. Сотрудники МЧС спасли охотников, которые застряли на льду в акватории реки Лена. Пострадавшие оказались местными чиновниками. Эвакуировать пришлось организатора сельских перевозок, главу местного ЖКХ, руководителя автоклуба и предпринимателя. Но самое интересное, что на кадрах местные жители узнали и главу Алёкминского района Николая Харбина. Всего спасли 7 человек на участке между устьем реки Намана и селом Хоринцы. И это при том, что еще 5 мая у нас в республике был введен режим повышенной готовности, а муниципальные власти разъясняли местным жителям о том, что запрещено выходить на лед и тем более переправляться через реку. То есть такая нормальная ситуация, да? Пока жителям, значит, рассказывают про запреты, пока их пугают штрафами, районная элита во главе с Харбиным решила, что правила написаны не для них, а для простых смертных. Это просто идеальная иллюстрация того, как устроена современная российская муниципальная вертикаль. Чиновники, бизнес, подрядчики – это некий такой закрытый элитный клуб. Я говорю о том, что до сих пор никто не знает достоверно, был ли Харбин среди вот этих вот застрявших во льдах. Да? Вот. В этом клубе виртуальном элитном никто не знает, что происходит. Там постоянно муссируются слухи. То он был, значит, да, кто-то пишет. Вокруг этого клуба муссируются слухи. Кто-то пишет, что он был значит, на этих лодках, в этих льдах. Кто-то пишет, что он не был. МЧС эту информацию, значит, взяла на разработку, там выясняет подробности, но тоже ничего не пишет, да. Прокуратура как будто бы взялась тоже расследовать, но тоже ничего не пишет. В итоге, был Харбин там или нет, никто достоверно не знает. Однако, в пользу версии о том, что Харбин все-таки среди вот этих вот застрявших во льдах был, то есть среди тех, кто нарушил свой же закон, да, свое же правило, да, и среди тех, кто должен быть все-таки оштрафован, Харбин был, в пользу этой версии говорит его молчание. Вот если бы его там не было на самом деле, да, вы думаете, он бы разве не побежал первым на разные каналы, на тот же федеральный, в те же самые якутские телеграм-каналы, и не бил бы себя в грудь? Меня там не было, вы все врете. Однако нет, он молчит. Значит, он, скорее всего, там был. Да, и вот здесь, в этом случае, помните вот его фразу «рот закрой»? Помните, когда он говорил с Чубляковым на одном, мэру Алёкминска, на одном из каких-то там совещаний, да? Ты выслушай еще раз. Мы на «ты» не переходили. Образовательного учреждения? У меня сейчас у города по итогам первого квартала 19 миллионов недосбор налогов. Сергей Евгеньевич. Вот за счет чего город будет проводить расширение? Закрой рот, а? Закрой, пожалуйста, рот. Мы так разговариваем? Вы глава района, вы пригласили сюда комиссию и никому не разрешаете высказаться. Вот в этом случае фраза «рот закрой» не работает. Сейчас в отместку за все его, значит, за всю его деятельность и бездеятельность, да, за все его хамское поведение, СМИ очень, значит, активно муссируют эту тему, что Харбин нарушил свои же правила. И Харбин будет оштрафован. Все просто этому факту очень рады. Но он сидит тихо в надежде на то, что все скоро забудут об этом инциденте. Вот. Он выйдет из отпуска, продолжит свою работу, как ни в чем не бывало. Но мы же все помним, да? Мы все помним, мы ему напомним. Вот. Настоящий такой портрет российского чиновника.
Вот эти люди уверены, что они выше всего вообще. Да, помните, когда я говорила, что у них у всех короны на башке больше, чем их головы, да? Они выше вообще закона, выше здравого смысла и выше своих же правил. Я же говорю, закрытый элитный круг, членом которого кажется, что им все можно. В конце концов, война закончится, путинский режим закончит свое существование, мы, Республика Саха, будем независимыми. И вот такие чиновники, как Харбин, ответят за все. И Айсен Николай, они ответят за все.